Это вечерние новости в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Производство российской вакцины «Спутник Ви» к марту может быть увеличено до 15 миллионов доз. Ученики ходят в школы, места в стационарах заполнены менее чем наполовину. А об эпидситуации в Нерюнгринском районе расскажем в этом выпуске. Завод по производству и разведению рыбы построят в Алданском районе. В Амге одна из котельных не справилась с работой из-за лютых морозов. Как будут решать проблему? В Ленск продолжают приезжать молодые специалисты. В прошлом году прибыло более 30 человек. Как сделать Хангаласский район привлекательным местом для туристов? Этот вопрос обсуждают архитекторы, дизайнеры и турагентства. Производство российской вакцины «Спутник Ви» к марту может быть увеличено до 15 миллионов доз. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе брифинга о начале массовой вакцинации. В свою очередь, вице-премьер России Татьяна Голикова пояснила, что ключевым условием перехода к управляемости инфекцией является именно массовая вакцинация. Необходимо привить как минимум 60% населения страны. А министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что людям, прошедшим вакцинацию, необходимо продолжать носить маски до формирования популяционного иммунитета. Иммунитет в целом формируется от момента первого введения вакцины в среднем в течение 42 дней. И через 3 недели после второго компонента, это одни и те же данные, одни и те же сроки. До этого срока человек считается незащищенным от инфекции, поэтому должен продолжать соблюдать те требования по безопасности. Через 3 недели же, когда после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл и обязательно нужно заботиться об окружающих людях. То есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета. Между тем, 600 якутян прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила министр здравоохранения Якутии Елена Борисова. Она также рассказала, что в республику этим утром доставили еще 22 тысячи доз вакцины. Сейчас идет разгрузка препарата. После маркировки вакцина будет распределена по районам. Всего же Якутия получит 69,5 тысяч доз. 150 случаев коронавируса выявили за сутки в Якутии. Это данные регионального оперштаба. Больше всего заболевших в Якутске – 59 человек. В Мегино-Кангаласском районе зарегистрировано 13 случаев. В Алданском – 12, в Вилюйском и Мирнинском районах по 10 случаев COVID-19. В Нерюнгринском районе 9 диагнозов, в Амгинском – 7. От 1 до 5 случаев зафиксировали еще в 10 районах республики. После каникул в Нерюнгринском районе отмечается незначительный прирост заболеваемости по респираторным инфекциям и коронавирусу. Подробности у Екатерины Павловой. Ситуация по образовательным учреждениям остается спокойной. Работа идет в очном режиме. Во всем районе всего 2 класса временно учатся дистанционно. В стационарных отделениях из 140 имеющихся в наличии койко-мест сегодня заполнены менее половины. То есть это говорит уже в какой-то части о положительных моментах, положительной динамике по сдерживанию заболеваемости среди населения и снижению количества сложных форм заболевания. Сегодня в Южной Якутии стоят сильные морозы. Большинство нерюнгринцев уже привыкли к ношению масок и помимо соблюдения санитарных норм используют маску на улице как согревающий в мороз элемент. Я утром отвожу ребенка в садик и при входе как бы уже требую эту маску надеть. Я выхожу и уже как-то непривычно уже снять маску. Ну и при том, наоборот, в маске тепло, так и можно дойти на работу, до дома. Однако врачи предупреждают, маска на улице нужна там, где есть большое скопление людей. В остальных случаях надевать ее не стоит, потому что она быстро намокает и охлаждается. Если человек хочет согреться, то лучше надеть шарф повыше.
морозе на улице инфекционное начало само по себе как таковое не передается на большие расстояния. То есть от человека к человеку при соблюдении той же дистанции до 1 метра в принципе инфекционное начало уже передаваться не может. Это раз. А во-вторых, маска увлажняется при дыхании, и, соответственно, она потом свою функцию в принципе не сможет выполнять как на улице, так и в помещении. Ее просто-напросто надо будет выкинуть. Мы продолжаем следить за эпидемиологической обстановкой. Сегодня в районе будет подниматься вопрос о возобновлении деятельности некоторых дошкольных учреждений и кружков с учетом соблюдения всех существующих рекомендаций Роспотребнадзора и санитарных правил. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Правительство Якутии утвердит план мероприятий и состав организационного комитета по проведению Года здоровья до 1 февраля. Такую задачу поставил Айсен Николаев. Глава региона подчеркнул, что проведение мероприятий не должны ограничиваться только текущим годом. Год здоровья должен дать старт изменениям в обществе в сторону человекоцентричности. В проектном варианте план мероприятий Года здоровья разделен на 4 блока. Здоровый якутянин, здоровая Якутия, качество среды проживания, проактивное общество и медицина и генетика. Вице-премьер Ольга Балабкина отметила, что ключевым результатом проведения Года здоровья определено увеличение продолжительности жизни населения региона до 73 лет. Экономическая перепись малого бизнеса стартовала в Якутии. Росстат гарантирует всем участникам полную конфиденциальность. Это означает, что собранные сведения будут использованы исключительно в обобщенном виде. На основе полученных данных будут приниматься программы поддержки малого бизнеса страны. Согласно расчетам, за прошлый год каждый второй предприниматель в Якутии воспользовался такими мерами поддержки в период пандемии коронавируса. На поддержку малого бизнеса в 2020 году направили 1 миллиард рублей. Ее получили 12 тысяч субъектов. Завод по производству и разведению рыбы построят в Тамоте. Проект реализуют на основе государственно-частного партнерства. Подробности у Руслана Павлова. Министр экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Сахамин Афанасьев и генеральный директор железных дорог Якутии Василий Шимохин подписали соглашение о возведении в городе Тамоте завода по производству и разведению рыбы. Это будет второй подобный завод на территории республики. Здесь не секрет, работают многие недропользователи, природопользователи, которые работают с водными объектами. При заборе воды из водных объектов происходит негативное воздействие на водно-биологические ресурсы, и это, естественно, надо компенсировать. А компенсировать надо такими видами рыб, которые как раз находятся на этих водных объектах, и именно мальками того бассейна, где происходит водозабор. Как заявил инициатор проекта Василий Шимохин, уже определены место под строительство и кандидатура директора будущего завода. Директор завода и замминистра должны посетить Красноярский край, посмотреть, как там все это разводится. Для того, чтобы начать в этом году, я думаю, мы начнем. Там 2 вопроса у нас по изучению, скажем, ресурсов и 1 начало проектирования. Возможно, какие-то подготовительные работы с точки зрения землеотвода, тех условий и так далее. Кроме того, Сахамин Афанасьев провел в Алдане выездное заседание межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение влияния радона в Алданском районе. По словам министра, дорожная карта определена, уже есть результаты, в том числе и по введению района в программу «Чистая вода». Норма по радону выдерживается, но по водозабору проблема существенная, ее надо решать комплексно. То есть проводить изыскательские работы, проектно-сметную документацию готовить и включаться в федеральную целевую программу по чистой воде, чтобы обеспечить население Алдана соответствующей водой, которая отвечает и предохранным, и санитарным нормам. Но в этом отношении работа началась. Также министр обсудил рабочие моменты с представителями родовых общин и охотопользователей. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. Сейчас короткая реклама. Смотрите далее в итоговых новостях. В Амге одна из котельных не справилась с работой из-за лютых морозов. Как будут решать проблему? В Ленск продолжают приезжать молодые специалисты. В прошлом году прибыло более 30 человек. Как
Как сделать Хангаласский район привлекательным местом для туристов? Этот вопрос обсуждают архитекторы, дизайнеры и турагентства. Это итоги дня. Мы продолжаем выпуск. Около 120 человек за первый месяц Нового года обратились с обморожением в ожоговое отделение столичной республиканской больницы номер 2. Из них детей свыше 10. Это в 2,5 раза больше, чем за декабрь. Чаще всего якутяне получают глубокое обморожение рук, ног или же общее обморожение в состоянии алкогольного опьянения. Это 88% от общего числа случаев, говорят специалисты. Врачи советуют при обморожении ни в коем случае не растирать поврежденную часть тела снегом, не мыться горячей водой и не двигаться, а поскорее наложить термоизолирующую повязку и обратиться в больницу. Родственники, не понимая всего объема, какой проводится, требуют быстрейшей транспортировки к нам. К сожалению, это бывает невозможно иногда, когда пациент нестабильный, и риск транспортировки превалирует над его общим целесообразностью перевода к нам. Оцениваем все за и против. Не во вред пациента. Существует регламент работы, существует в первую очередь ставится во главу угла здоровья и жизни пациента, и только когда весь он стабилизируется, только после этого становится возможен перевод в наше профильное отделение. Рекордное понижение температуры воздуха в ряде районов Якутии крайне усложнило работу коммунальных служб региона. Так, в Амге одна из котельных ГУП ЖКХ в экстремальных условиях Якутии не справилась с работой. Сейчас ситуация находится под контролем региональных властей. Сами же работы по устранению проблемы начнутся лишь, когда температура наружного воздуха поднимется хотя бы на несколько значений. Более подробно о сложившейся ситуации расскажет мой коллега Дмитрий Тымыров. Сразу несколько жилых домов и здания средней школы, подключенных к данной котельной, начали стремительно терять нормы тепла. В оперативном режиме представители ГУП ЖКХ выехали в Амгу, чтобы на месте решить проблему. Оказалось, нужна срочная замена одного из котлов. Было принято решение замена более мощного на более мощный котел на СОШ-1. Но в связи сейчас с низкими температурами, будем говорить, очень низкими, что не дает нам возможность, нам нужна остановка небольшая, где-то самое большое это на час. Но сейчас при таких температурах, это, если остановить, то могут быть последствия, которые уже потом необратимые. Поэтому решено было заменить котел сразу же, как только температура воздуха поднимется хотя бы на несколько значений. А пока за ситуацией следят и районные власти. У нас классы очень холодные. В первой школе, например, на первом этаже только 1 градус, на втором 5-6 градусов и на третьем этаже 10 градусов. Но на второй школе дела обстоят более-менее. На первом этаже 10 градусов и на втором этаже 19 градусов. Контроль в общеобразовательных учреждениях у нас ведется постоянно. Каждый день, утром, днем, вечером идет замер температуры в классах. Между тем, хочется отметить, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям и региональным властям мониторить работу энергетиков и ЖКХ в период сильных морозов, чтобы не допустить сбоев в обеспечении населения теплом и электроэнергией. Я прошу моих заместителей Александра Валентиновича Новака и Марата Шакирзяновича Хуснуллина тщательно мониторить работу всех объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, чтобы не допустить сбоев в обеспечении людей теплом и электроэнергией. При необходимости оказывать всяческое содействие региональным властям, оперативно реагируя на каждый аварийный случай. Однако, как сообщают синоптики, в ближайшие дни на территории Центральной Якутии холода еще продержатся. Повышение температуры воздуха на несколько значений можно ожидать лишь на следующей неделе. Мы, в свою очередь, будем следить за ситуацией в Амге. Дмитрий Тымыров, Илья Сыромятников, Илья Лыткин, Лия Яковлева, Якутск, Амга. Холодно, как на улице. Так говорят о температуре в одном из жилых домов в Мирном. В 2017 году строение признали аварийным. Но, как оказалось, переселения и сноса ждать в лучшем случае 8 лет. Этой зимой жильцов уже не спасают ни обогреватели, ни теплые одеяла. Подробности у наших коллег. Здесь, получается, вот то, что мы сделали, ремонт, оно ничего, вот оно как дуло ледяным ветром, так оно и дует, там холод неимоверный.
Делать ремонт в аварийном доме в планы Марии Ведерниковой совсем не входило. Но куда деваться? Чтобы хоть как-то изменить погоду в доме, женщине пришлось потратить 80 тысяч рублей. Этого хватило на утепление и поднятие пола. Однако толку нет. Без обогревателей в квартире максимальная температура составляет 16-17 градусов тепла. Все, что мы не делаем, все, что мы не утепляем, дом гуляет, и из месяца в месяц появляются разные другие дыры и постоянно дуют со всех щелей, можно вот так сказать. Диана Вахрушева – соседка Марии. Обращается в различные инстанции ежемесячно. И до соцсетей дошла, писала обращение городским властям. У женщины от холода постоянно ломается бытовая техника, перемерзает стиральная машина и канализационные трубы. Невозможно так жить. Мы очень хотим, чтобы нам сдвинули сроки, чтобы быстрее расселили. Потому что дом холодный очень, все перемерзает, 2 маленьких детей. Вот, бегать невозможно по полу. В колготках, в тапочках, в носках холодно. Такой же холод в квартире и у Инны Истоминой. Она также не раз обращалась к городским властям. Вместе с ней в аварийном доме живет мама, инвалид 1 группы. После инсульта она не двигается. И то есть, соответственно, походить, там, погреться она не может. И она просто лежит, постоянно замерзает. Я ее укрываю, ставлю камины. Но все равно как бы очень некомфортно ей. Дом на 26 квартир эксплуатируется с 1980 года. Проблемы со строением начались в 2014-м. Тогда его жильцы и начали обращаться в мэрию. Но городские власти не признавали дом аварийным, пока в дело не вмешалась прокуратура. И в июле 2017-го дом все-таки вошел в программу. С тех пор у нас небольшие чуть-чуть подвижки пошли по воде и по электрике, а все остальное также и осталось в плачевном состоянии. Нас поставили на переселение, получается, на снос дома с 25 по 30 год и говорили, что как бы дом приведут в порядок, чтобы как бы люди могли хотя бы жить. Но проблема осталась на месте. Единственную проблему видим, чтобы либо привели дом в порядок, либо уже нас переселили. Но, как говорит сам начальник УК «Гарантсервис», что дом признали аварийным, денег на него не выделяется, и никакие, соответственно, ремонтные работы по поводу дома вестись не будут. С каждым годом ситуация с домом ухудшается. Сваи гниют, черновой пол обрушается, а чистовой проседает. В мэрии говорят, расселить жителей и снести дом раньше времени не могут, так как в программу сноса и переселения на ближайшие 5 лет попали дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Управляющей компании мы ставили задачу до конца января выполнить способом текущим ремонт, то есть устранить все эти щели, продувания и так далее. Да? Ну а у себя, чтобы нам все-таки найти какую-то экономию, нам же нужно аукционы проводить. Да? Вот мы посмотрим за период января-февраля, какая экономия может сложиться. И мы надеемся, что в марте мы заключим договор на эту экономию, да, и привлечем туда подрядную организацию. Жильцы дома снова готовят коллективное обращение в адрес главы города. Они считают, что в их случае текущий ремонт не поможет и боятся самого худшего – обрушения пола. Мария Флоренция, Алексей Меркулин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Власти региона не планируют передавать железорудное месторождение «Пионерское» сомнительным добывающим компаниям. В социальных сетях появилась недостоверная информация о передаче месторождения в Нерюнгринском районе представителям КНР. Этот участок земли сегодня находится в нераспределенном фонде недр и при появлении потенциального инвестора будет выставлен на аукцион. Власти республики призывают не доверять провокационным сведениям, которые время от времени появляются в социальных сетях без ссылки на источник. В Доме правительства прошло собрание под руководством премьер-министра Якутии Андрея Тарасенко, где были разъяснены вопросы касаемо железнорудного месторождения «Пионерское». Сегодня мы получили ответ прокуратуры. Никакой коррупционной составляющей, тем более каких-то закулисных каких-то действий в этом письме нет. Ну, мы просто хотели получить разъяснение, что за китайский инвестор, почему это месторождение вот только сегодня начинает разрабатываться или выставляться на аукцион. И получили ответ, будем теперь ждать, как будет продолжаться работа. Конечно, промышленность нужно развивать, и вот поэтому правительство выставило эти месторождения снова на аукцион, но, как мы поняли, нет инвесторов, нет желающих участвовать в этом аукционе.
В Ленск продолжают приезжать молодые специалисты, в том числе педагоги. Благодаря поддержке районной администрации каждый год их число растет. В прошлом году в район на трудоустройство прибыло более 30 специалистов. Подробности в следующем сюжете. Для привлечения педагогов в Ленский район разработаны программы на местном муниципальном уровне по поддержке молодых специалистов. Это выплата подъемных и предоставление жилья. Благодаря созданным условиям молодые специалисты продолжают пребывать в Ленск. У нас есть две категории специалистов. Это специалисты, которые прибывают из других регионов, приглашают их руководители учреждений. И также наши ученики, которые прибыли обратно в родной Ленский район и первое место работы в наших образовательных учреждениях. Елена Курсакова, уроженка Ленского района, воспитывалась в семье педагогов. С детства хорошо пела и занималась в ансамбле. Посещала музыкальную школу, играла на скрипке. Всю свою осознанную жизнь, девушка признается, мечтала стать певицей. Так, окончив школу, поступила в Институт культуры и искусств. Потом я уехала в Санкт-Петербург, очень долго я там прожила. Училась в Институте культуры и искусств на кафедре русского народного песенного искусства. И потом решила вернуться в родные Пенаты и здесь продолжать дело, которым, в принципе, я и живу всю жизнь. Приехав в Ленск, Елена устроилась педагогом в Центр дополнительного образования СРГ. Руководит вокально-хоровым коллективом русской народной песни «Былиночка». С детишками мы учимся русскому народному песенному искусству. Конечно, 21 век – это поколение Инстаграма, ТикТока, но я считаю, что наши дети, дети России, не должны быть Иванами, не знающими своего родства. На уроке Лены, несмотря на морозы, ребята бегут с удовольствием, признаются, что занятия ждут с нетерпением. Мне нравится, что мы так поем, учим песню уже, другую начали петь. Учить. На сцену ходим иногда, учим. Скоро начнем выступать, когда... Даже мальчишки, которых в коллективе всего двое, с горящими глазами изучают новые произведения. Я люблю очень петь и хочу стать знаменитым певцом. Мы узнаем больше всего о музыке, о нотах, о много чем. Мы все любим петь и любим говорить разные скороговорки. А как ждут они выходов на сцену, когда каждый может почувствовать себя настоящим певцом? Уже шиты костюмы, выучены песни, отрепетировано все до мелочей. Остается надеяться, что скоро будут сняты все ограничительные меры и вновь станут возможными массовые мероприятия. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. Движение WorldSkills Russia повышает качество профмастерства студентов. Это, в свою очередь, поможет им в трудоустройстве. Об этом сообщил зампред правительства Якутии Сергей Местников. Сегодня он посетил Якутский колледж технологии и дизайна. В этом учебном заведении традиционно проходят соревнования регионального этапа чемпионата. Движение становится все популярнее среди студентов и молодых профессионалов Якутии. Пандемия коронавируса в этом году не помешала провести региональный этап. На сегодняшний момент ваши участники подготовлены. У вас великолепный эксперт, который отвечает за подготовку ваших участников. Он принимал участие в мировом чемпионате. Это Яковлева Ольга Васильевна. То есть она занимается подготовкой участников. Ваших участников большие перспективы, отличная материально-техническая база. Я думаю, у вас высокие шансы на победу. В этом году пока никаких корректив нет. Все чемпионаты проходят в очном режиме. Но пандемия нам не сильно вредит, так как наша компетенция имеет возможность проведения чемпионата полностью в удаленном формате. Мы не изменяем конкурсные задания, и участники наши имеют возможность подготавливаться на удаленном формате. То есть мы даем удаленный доступ к компьютерам, они спокойно проходят подготовку, выполняют конкурсные задания. Хангаласский район – один из самых перспективных в республике в области туризма. Сегодня состоялся круглый стол «Туристический бренд Хангаласского района». Участие в нем приняли архитекторы, дизайнеры, представители туристических агентств и органов муниципальной власти. Главная задача участников рабочего стола – сделать бренд Хангаласский район известным и привлекательным для туристов со всех концов света. Подробности в следующем материале. Главная достопримечательность Хангаласского района – это бесспорно объект ЮНЕСКО «Ленские столбы». Но этот уникальный природный комплекс – лишь небольшая часть от всего туристического потенциала района. Мы видим, что это уникальный объект, есть у него статус ЮНЕСКО, есть привлекательные туристические объекты на территориях вокруг.
И мы понимаем, что если правильно их связать друг с другом, если правильно выстроить инфраструктуру, если правильно их представить в медиа, правильно представить в социальных сетях, то этот проект может сложиться, может как единое целое заработать и стать очень привлекательным точкой, дестинацией для посещения. Ангалавский улус как единый туристический бренд решено развивать в рамках первого всероссийского конкурса туристско-рекреационных кластеров. Конкурс был организован агентством туристических инициатив. Якутия также принимала в нем участие. На территории туристско-рекреационного кластера проживает треть нашей республики, и реализация данного проекта позволит улучшить качество жизни населения, которое проживает на этой территории. Проект действительно колоссальный, интересный, очень перспективный. Мы провели такое некое переосмысление туристского продукта на этой территории. Сегодня разработан единый бренд, единый архитектурный стиль, который позволит туристам на территории этого кластера провести свое время достаточно на высоком уровне и получить новые впечатления. На сегодняшний день уже разработан брендбук с фирменным стилем и логотипами, и в ближайшее время начнутся работы по приведению всех объектов кластера к единому узнаваемому стилю. А значит, Ангалавский район имеет все шансы стать настоящим центром туристической отрасли Якутии. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. На сегодня все. Я с вами прощаюсь. Берегите себя, носите маски и перчатки, соблюдайте социальную дистанцию. Хорошего вечера.